министров 2022 года, и об этом поподробнее сегодня расскажут первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Садыков Канат Рахманбердиевич, начальник управления водными и земельными ресурсами Министерства Татбаев Таалай Абасканович, директор Центра климатического фонда Абдулдаев Дастан Болотович, также главный специалист управления лицензирования и недропользованиями Мамытов Нурлан Мирбекович и начальник управления биоресурсов Бузурманов Бекбатыр Марсович. Пожалуйста, Канат Алексеевич, Русча на двух языках, и журналисты просят представиться сразу на кыргызском языке, да? Имя, фамилия, должность. Хорошо. Садыков Канатбек Рахманбердиевич, первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Саламатсыздар. Урматтуу катышуучулар. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации, гражданского общества, коллеги. Сегодня для нашего министерства представился удачный случай для того, чтобы поделиться с вами нашей деятельностью, текущими результатами нашей работы и нашими планами по развитию веренной нам экологической отрасли, по рациональному использованию природных ресурсов и решению проблем, связанных с последствиями изменения климата. Прежде всего я хочу отметить, что сейчас проблемы экологии и бережного отношения к природе, ее ресурсам и последствия изменения климата наконец-то обрели должное внимание. Высшее руководство нашей страны, осознавая критическое состояние экологии, вернуло природоохранному государственному органу необходимый правовой статус. Сегодня мы являемся многофункциональным министерством с широким кругом полномочий. Сейчас министерство ведет работу по следующим основным направлениям. Это экология, рациональное использование природных ресурсов, куда относятся водные и земельные ресурсы, а также минеральные ресурсы, сохранение биоразнообразия и изменение климата и устойчивого развития. Основной задачей в настоящее время министерства это является прежде всего восстановление системы государственного экологического контроля, который за последние годы полностью был разрушен. И второе, это прежде всего рациональное использование нашего богатства, это наши природные ресурсы. В начале сентября наш президент, уважаемый Садыр Нуркожоевич Джапаров, подписал указ о национальном дне чистоты и плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на 2023-2025 годы. Документом предусматривается, что каждую третью субботу сентября и каждую третью субботу апреля будет проводиться Национальный день чистоты. 8 октября в Кыргызстане прошел общереспубликанский субботник в рамках масштабной экологической акции «Национальный день чистоты». Так, по всей стране на субботник вышли 133 500 человек. В результате вывезено 620 902 килограмма мусора. Собранные твердобытовые отходы были отсортированы по их видам. Это пластик, стекло, железо, неперерабатываемый мусор. И далее отправлены в мусоропереработающие заводы. В рамках указа президента от 24 ноября 2021 года был создан Национальный совет по водным и земельным ресурсам при президенте Кыргызской республики. Функции секретариата Национального совета осуществляет наше министерство. В рамках выполнения функций секретариата Национального совета по водным и земельным ресурсам при президенте, а также реализации полномочий по формированию государственной политики по охране и рациональному использованию водных ресурсов проделана следующая работа. Это проведена работа по доработке национальной водной стратегии Кыргызской республики до 2040 года, разработана в целях устойчивой системы управления водными ресурсами Кыргызской республики, которая направлена на согласование в Кабинет министров. Реализация национальной водной стратегии до 2040 года позволит создать устойчивую систему управления водными ресурсами в Кыргызской республике для сохранения природного потенциала во благо наших действующего и будущего поколения.
Фактически вот уже 30 лет у нас производственное предприятие пользуется водой бесплатно. В результате решения относительно введения стоимости платы за водные ресурсы на сегодняшний день в бюджет поступило 358 миллионов сомов. В целях приведения в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики в сфере управления водными ресурсами и регулирования водных отношений с нормами Конституции Кыргызской Республики, Конституционного закона о Кабинете министров Кыргызской Республики, разработан и направлен в Кабинет министров проект закона о внесении изменений в Водный кодекс, Земельный кодекс, закон о воде. Еще одной отраслью, которая является бюджетообразующей, это является у нас горнодобывающая отрасль. Она у нас является приоритетным направлением развития экономики нашей страны, о чем свидетельствуют большие отчисления в республиканский бюджет. Так, выплаты горнодобывающей отрасли за 2021 год составили 22 миллиарда 942 миллиона 827 тысяч сомов. За первое полугодие 2022 года уже в бюджет поступило 25 миллиардов 825 миллионов сомов. На 2022 год запланировано проведение 180 аукционов по представлению права пользования недрами на сумму, где-то это предварительная, 180 тысяч долларов. По состоянию на 1 октября 2022 года департаментом объявлено аукционов по 88 лотам. Из них проведено 37 лотов при стартовой стоимости объектов 248 546 долларов США, которые реализованы на 885 099 долларов США. Указом президента Кыргызской Республики номер 17 от 31 января 2022 года был объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. И было поручено Кабинету министров Кыргызской Республики до 1 марта 2022 года разработать и утвердить дорожную карту по проведению года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. В связи с чем распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики была утверждена дорожная карта. В рамках этого 12 марта текущего года стартовала, знаете, компания «Жашыл-Мурас» с участием президента Кыргызской Республики на территории государственного парка Аларча. По всей стране сейчас высажено 5 миллионов 364 тысячи 907 саженцев. К 2030 году планируется, что будет посажено 70 миллионов саженцев. Здесь у нас есть лозунг, это один гражданин, один саженец. И количество саженцев, которые будут высажены до конца этого года, будет равняться примерно 7 миллионов саженцев. Еще одним направлением у нас является это международная деятельность, работа с Зеленым климатическим фондом, Глобальным климатическим фондом. Вот я хотел бы тоже вот ему передать слово. Это вот у нас Дастан Абдулдаев, является директором Центра климатического финансирования. И он коротко тоже расскажет о деятельности именно в международном направлении. Презентацию можно будет, да, на экран, чтобы наглядно было видно? Урматтуу кесиптештер, Канат Рахымбердиев, чоң рахмат. Белгилеп кеткендей эле, урматтуу президентибиз Саад Нуркуловдун чечими менен биздин министрлик былтыркы жылдан баштап эл аралык бир канча уюмдар менен чогуу иштегенге мамлекеттик орган катары аныкталган. Кийинки слайд. Ал органдардын арасында белгиленип тургандай, биздин Жашыл климаттык фонд, улуттар уюмунун климат боюнча уюму, андан сырткары СТСН жана Partnership ООН деген эл аралык уюмдар менен чогуу иштеп турган мезгили. Эмне үчүн белгилеп кетип турам? Себеби дегенде ушул уюмдар азыркы мезгилде Кыргызстан үчүн көптөгөн жаңы долбоорлорду, именно климатка байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга жардам берип, көмөк көрсөтүп турган мезгил. Алардын катарында кийинки слайд бир канча долбоорлорду азыркы мезгилде министрликтин координациясы менен ишке ашып турган мезгил. Анын арасында биздин климаттык каржылоо борбору түздөн-түз катышып, ал долбоорлор кайсылар? Ал долбоорлор биринчи кезекте Азия өнүктүрүү банкы менен жалпы суммасы 44 миллион доллардын баасына белгиленген долбоор. Андан сырткары Дүйнөлүк банк менен 5 миллион доллардын тегерегинде.
Андан сырткарына жакында эле биз ишке ашырып баштаган Жашыл климаттык фонд менен ишке ашып баштады. Белгилеп кетиштерсе, урматтуу кесиптештер, бул Кыргызстандагы биринчи Жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланган долбоор болуп саналат. Анын жалпы көлөмү 9,7 миллион доллар эсептелди. Бул долбоор 4 жылга эсептелет. Андан сырткары Всемирная продовольственная организация, андан сырткары ООНдун азык-түлүк программасы менен чогуу жалпы баасы 50 миллион долларга багытталган долбоор даяр болуп турат. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынан ратификациядан өттү. Тийиштүү процедураларын баары бүтүп, ушул жылдын аягына чейин ушул 50 миллион доллардык эң чоң болгон долбоорду да ишке ашырабыз деп күтүп турган мезгил. Андан сырткары СТСН менен 249 миң долларга ишке ашкан долбоору бар. Ал эми ЮНЕП менен 500 миң долларга, ал эми ПРООН менен 2,6 миллион доллар. Айтайын деген нерсе, бул долбоорлордун баары Кыргыз Республикасындагы климаттын алдын алууга бар тармактар боюнча, анын арасында тийиштүү электромобилдер, биздин улуттук имараттардын энергия эффективность ошого багытталган. Андан сырткары улуттук адаптациялык программаны ишке ашырууга багытталган долбоорлор болуп эсептелет. Бул азыркы мезгилде биздин министрлик тарабынан координация болуп, жалпы ишке ашып турган долбоорлордун тизмеси. Андан сырткары келечекке карай, кийинки жылга, андан сырткары 23-24 жылга карата да тийиштүү долбоорлор даярдалып, азыркы мезгилде Жашыл климаттык фондко жөнөтүлүп, кароосунда турат. Биз ойлойбуз, кийинки жылдарда активдүү ушул тармактар боюнча долбоорлорду ишке ашырганга пландап турабыз. Ал долбоорлордун негизгилери бул Дүйнөлүк банк менен, Азиялык өнүктүрүү банкы менен, андан сырткары Орто Азиялык экологиялык борбор бар, Алматы шаарында жайгашкан, аны менен чогуу. Андан сырткары биздин Германиянын өкүлчүлүгү болгон GIZ уюм менен 700 миң долларга чейин. Ал эми акыркы проект бул ошол Жашыл климаттык фонд менен жалпы баасы 300 миң долларга багытталган долбоор. Бул долбоорлордун баары азыр даярдалып, Жашыл климаттык фонддун кароосуна киргизилди. Биз ойлойбуз, ушул жылдын аягы же кийинки жылдан баштап ушул долбоорлорда кабыл алынса, кийинки жылдан баштап белгилеп кеткен долбоорлордон сырткары бул долбоорду чогуу ишке ашырып баштайбыз. Андан сырткары башка өнөктөштөр менен да кийинки слайд кээ бир долбоорлорду биз азыр иштеп чыгып, алардын кароосуна жибердик. Дүйнөлүк банк менен 2 долбоор бар, жалпы суммасы 250 миң, 270 миң жана 100 миңге багытталган. Андан сырткары Кореянын Койка агенттиги менен 5 миллион долларга багытталган долбоорду да иштеп чыгып кароосуна кирдик. Ошондой эле биздин жергиликтүү Бишкек Solar уюму менен биргеликте биз билебиз, азыр мамлекеттик жеке өнөктөштүк процедурасы бар. Ошол процедуранын алкагында биздин министрлик мамлекеттин атынан өнөктөш болуп, ушул долбоорду ишке ашырууга камтырабыз. Анын жалпы баасы 300 миллион доллар болуп эсептелет. Андан сырткары, урматтуу кесиптештер, журналисттер, Жашыл климаттык фонд менен иштөөнүн негизги багыттарынын бири бул албетте аккредитациядан өтүү. Белгилеп кетчү нерсе, азыркы күнгө чейин биздин Кыргызстандын атынан аккредитациядан өткөн уюм азырынча жок, бирок Арис жана Доскреда банк активдүү иш алып баратат. Биз ойлойбуз, ушул жылдын аягына чейин, кийинки жылдын ичинде ушул эки уюм да аккредитациядан өтүп, бизге тийиштүү Жашыл климаттык фонддон долбоорлорду тартып келүүгө жардам берет деген ишеним чоң. Ошону менен эле катар, албетте жалпысын алганда, азыркы мезгилде министрликтин алдында чоң максаттар бар. Жашыл климаттык фонд менен жана андан башка уюмдар менен иштөөгө багытталган максаттар бар. Ал максаттарды биз тийиштүү мезгилде, деңгээлинде ишке ашырабыз деп айтып кете алабыз. Чоң рахмат. На русском, хорошо. Можно будет тогда заново презентацию, пожалуйста. Уважаемые коллеги, позвольте вкратце остановиться о тех проектах, которые в настоящее время реализовываются Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. Отрадно отметить, что решением главы государства и Кабинета министров в настоящее время наше министерство определено национальным уполномоченным органом по взаимодействию с ниже упомянутыми международными организациями, включая Зеленый климатический фонд, Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Центр и Центр климатических технологий и партнерство ООН. Таким образом, наше министерство активно взаимодействует с вышеуказанными международными организациями и в настоящее время реализовывает ниже следующие проекты. Нет, назад, пожалуйста.
Да, в настоящее время в Кыргызской Республике при координации Министерства природных ресурсов и экологии и технического надзора реализовываются следующие проекты. Это проект совместно с Азиатским банком развития на общую сумму около 44 миллионов долларов США, со Всемирным банком 5 миллионов долларов США, с Всемирной продовольственной организацией на общую сумму 9,7 миллионов долларов США. Отрадно отметить, что данный проект является первым инфраструктурным проектом, который финансируется Зеленым климатическим фондом, и в настоящее время мы проводим активную работу по реализации данного проекта. Данный проект рассчитан на 4 года и будет охватывать Волжскую, Баткенскую и Нарынскую области. Также в рамках взаимодействия с Зеленым климатическим фондом в настоящее время мы ожидаем начала проекта совместно ФАО на общую сумму 50 миллионов долларов США. Данный проект рассчитан на 6 лет. Также есть проект совместно с ИТСН на общую сумму 249 тысяч долларов США. Также ЮНЕП на общую сумму 500 тысяч долларов США. И также совместно ПРООН на 2,6 миллионов долларов США. Эти проекты являются реализуемыми в настоящее время. Также есть у нас проекты, которые планируется реализовать в следующем году. Данные проекты уже направлены на рассмотрение Зеленого климатического фонда. И эти проекты являются совместно со Всемирным банком, Азиатским банком развития, РЕЦА, региональный экологический центр Центральной Азии, на общую сумму примерно 1,5 миллиона долларов США, из них 300 тысяч долларов будет реализован в Кыргызской Республике. Также совместно с GIZ на общую сумму 700 тысяч долларов США и совместно с Зеленым климатическим фондом на общую сумму 300 тысяч долларов США. Отрадно отметить, что все эти проекты в настоящее время находятся на рассмотрении Зеленого климатического фонда, и по мере одобрения со стороны Зеленого климатического фонда наше министерство совместно с другими партнерами по развитию и с другими министерствами мы начнем реализацию этих проектов. Также есть проекты, которые мы совместно планируем реализовать и с другими партнерами. Совместно со Всемирным банком 2 проекта на общую сумму 270 тысяч долларов США и 100 тысяч долларов США. И совместно койка на общую сумму 5 миллионов долларов США. И также совместно ОСО Бишкек Солар, как в рамках партнерства ГЧП, государственного частного партнерства, на общую сумму 300 миллионов долларов США. Кроме этого, уважаемые коллеги, есть очень важный момент – аккредитация в Зеленом климатическом фонде. В настоящее время пока у нас аккредитованных организаций нету, но мы проводим активную работу по данному направлению. И в ближайшее время наши организации, такие как АРИС и Доскредобанк, получат аккредитацию с тем, чтобы уже мы, как государство, имели прямой доступ к средствам Зеленого климатического фонда. Большое спасибо. Да, вопросы есть, пожалуйста, Нью ТВ, Акула, пожалуйста. Өкмөттүн алкагында план түзүлгөн болчу. Абаны булган неме түзүү боюнча. Азыркы мезгилде план боюнча 27-жылга чейин иш-чаралар жүргүзүп атат. Ал боюнча биринчи тиги газомоторный машиналардын немелер өткөнүгө, анан кийин электромобилдер казыр атпайбы, немелер болуп атат, проекттер болуп атат. Алкагында АБР аркылуу, Всемирный банк аркылуу азыр автобустар, машиналар келип атат, газомоторный менен электромобилдер боюнча. Эң негизги булгучу проблема бул автомобиль транспорт болот. Анан кийин азыр жыл массивдер көбөйүп атпайбы биздечи. Жыл массивдерде жаккан заттар ал көбүнчө баягы жаман көмүр болуп атат. Анан кийин шина менен тиги трапкаларды өртүп атышат кыш мезгиличи. Ошонун өткөзүү боюнча азыр дагы проекттер иштелип атат. Анан кийин Дастан да айтып кетти.
ЗКФ боюнча башка проекттер боюнча энергоэффективность зданий деп атабыз. Ошол боюнча да азыр проекттерди иштетип, буюрса ЗКФ аркылуу иштеп кетсе, бул абалды да өзгөртөбүз деп ойлойбуз. Бул жакта акча каралганбы, акча каражат ушунча сом бөлүндү алдын алуу үчүн же? Алдын ала азыр айта албайм. 2022 жылы андай каражат жок, бирок 2023 жылы ал каражаттар келет деп. Толтурду деп. Ооба. Урматтуу кесиптештер, Можно потом на русском языке этот же урматтуу кесиптештер, белгилеп кеткенде чындыгында мамлекет тарабынан да тийиштүү иш-чаралар каралган. Анын бирөөсү албетте Кыргыз Республикасынын президентинин указы бар. Бул жылды климаттык туруктуулук жана тоолордун экосистемасын калыбына келтирүү жылды жарыялоонун алкагында өкмөт тарабынан да чечим кабыл алынып, ал жерде да тийиштүү иш-чаралар каралган. Андан сырткары биздин борбордун түздөн түз байланышы бар. Андан сырткары министерствонун жетекчилигинин астында иш жүрүп жаткан бир канча долбоорлор жөнүндө айтып кетүүгө уруксат эткиле. Белгилеп кеткендей, азыркы мезгилде Бишкек шаарына Азия өнүктүрүү банкы тарабынан тийиштүү акча бөлүнүп, 50% грант, 50% кредит, жалпы көлөмү 140 коомдук транспорт, эффективдүү автобустар сатып алуу процесси азыркы мезгилде жүрүп жаткан мезгил. Андан сырткары Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы тарабынан тийиштүү жардамдын алкагында 120 коомдук транспортты иштеп чыгуу долбоорлору бул ишке ашып турат. Бул долбоорлор албетте ошол тийиштүү мэриянын жетекчилиги астында ишке ашып турат. Эгерде тийиштүү конкреттүү маалыматтар болсо, мен ойлойм, мэриянын тийиштүү структуралары так жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болот деп ойлойм. Андан сырткары Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын жардамы менен азыркы мезгилде Таза шаар деген долбоор башталды. Ал долбоордун негизги максаты ошо биз белгилеп кеткендей, чындыгында көйгөй көп бул тармакта. Ушул долбоордун негизги максаты ушул кайсыл тармактын ушул проблемага кандай салымы бар, автотранспорттун кандай салымы бар, тесттин кандай салымы бар, ошондой эле биздин тегеректе курчап турган жыл массивдердин кандай салымы бар, ошонун баарын изилдеп чыгып, ошол жыйынтыгы менен тийиштүү иш-чараны, андан сырткары инвестициялык иш-чараны иштеп чыгууга багытталган долбоор. Ал долбоор азыр эми башталды. Мен ойлойм, кийинки жылдардан баштап бул долбоордун жыйынтыгы менен биз конкреттүү кайсыл тармакка канча акча керек, анан кайсыл долбоорлор менен ишке ашыра алабыз деген ишти баштай алабыз. Андан сырткары жана белгилеп кеткендей, Жашыл климаттык фондко жөнөтүлгөн долбоорлордун, Дүйнөлүк банк менен жөнөтүлгөн долбоордун негизги багыты бул кайра калыбына келтирүүчү энергияны иштеп чыгууга багытталган. Ал долбоордун алкагында да ушул Бишкекте тийиштүү иш-чаралар болот деп күтүп турабыз. Андан сырткары Азия өнүктүрүү банкы менен жөнөтүлгөн долбоордун негизги максаты ушул Кыргызстанда, андан сырткары бул регионалдык болгондуктан башка өлкөлөрдө да электромобилдердин санын көбөйтүү, ошолорго тийиштүү шарттар түзүп берүүгө багытталган. Ошондуктан жалпысынан бул багытта тийиштүү иштер барып атат. Анын жыйынтыгы этап менен көрсөтүлөт деп мен терең ишенем. Белгилеп кетчү нерсе, Азия өнүктүрүү банк жана Дүйнөлүк банктын көлөмү бул аябай чоң көлөмдөгү долбоорлор. Ошондуктан жыйынтыгы чыгып, тийиштүү чечим кабыл алынгандан кийин анын детальдарын айтып берүүгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Чоң рахмат. В рамках улучшения экологической ситуации в городе Бишкек, Калайбегинском и Сокулском районе был Кабинетом министров разработан план комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек, Калайбегинском и Сокулских районах. В рамках этого с 2021 года осуществляется ряд мероприятий по улучшению экологической ситуации, также борьбы со смогом. Вы знаете, что основной проблемой это является качество угля. Вот в 2022 году у нас 10 лет, которое существовало ГАЗ-ЛХ, я говорю, система экологического мониторинга была полностью уничтожена. Вот в этом году, в августе, у нас департамент экологического мониторинга прошел аккредитацию, получил сертификат для возможности, чтобы определять пробы. И сейчас у нас есть возможность определять качество угля, поступающего на тест Бишкек. Вы знаете, что основным загрязнителем является автотранспорт, это ТЭЦ, это жилмассивы, но прежде всего это топливо, которое сжигаются в печах. И вот сейчас в этом отношении сейчас у нас будет вестись работа по определению качества и улучшению качества угля, который поступает на ТЭЦ. Как отметил Достан, у нас еще в рамках этого идут международные
проекты, в соответствии с которыми у нас будет улучшаться энергоэффективность зданий. Мы анализ провели последнего 3-4 года. И у нас, чтобы определить, есть смог, нет смог, у нас нет инструментария как такого. У нас есть определенные данные, и они разнятся. Есть проводят, которые исследования, вот Финский институт пришел, исследование провел, ПРОН исследование провел. В свое время вот ГАСЛХ проводил исследования, я не знаю, как они исследования проводили, не имея аккредитации в департаменте экологического мониторинга. И вот эти все, даже вот Move Green, который вот выставил свои счетчики и показывает данные, что есть смог, нету, они разнятся. И у нас сейчас нету конкретных данных, чтобы определить, она высокая, невысокая. Мы сейчас вот эту работу ведем, чтобы сделать единую систему экологического мониторинга, и чтобы конкретно и точно нашим гражданам объяснить и показать, что по-настоящему у нас есть в этом районе, в этой части города повышенный уровень смога или нету. Это вот первый наш шаг. Вот второй шаг, я сказал, что это нужно, прежде всего, улучшить качество топлива, которое сжигается в наших печах. И в этом отношении у нас тоже сейчас проводится работа. Третий, вот, это переход на газомоторные, на электромобили. Сейчас в рамках этого, вот, сейчас с АБР, с Всемирным банком на стадии уже заключительной ведение переговоров, это вот выделение 50 миллионов сумм, чтобы выработать мастер-планы, чтобы на будущие 5 лет определить конкретные мероприятия, не просто так, которые на бумаге будут, а которые дадут нам эффект, и что в течение 5 лет мы, даже если не полностью решим эту проблему, но конкретно будут мероприятия, которые смогут у нас заметно снизить смог в нашем городе. Агентство Кабар, пожалуйста. Здравствуйте, Нурка Саброва, агентство Кабар. Что известно о случае отравления на шахте китайской компании, потому что была создана комиссия с нашей стороны? И второй вопрос. Летом сообщалось, что в Бишкеке откроется лаборатория по исследованию качества воздуха. Вы получили аккредитацию, но сейчас мы видим, что она до сих пор не заработала. Ну, она только в августе получила аккредитацию. То есть вот все процессы завершились, и сейчас она работает, но основное мероприятие, которое осуществляется качество воздуха, у нас ведет Гидромет. И наша задача, самое главное, сейчас выстроить единую систему экологического мониторинга. В самом законе об охране окружающей среды написано, что должна быть единая система экологического мониторинга, и она определяется правительством, ну, сейчас Кабинетом министров. До этого времени, вот сейчас мы подготовили проект постановления, в соответствии с которым мы полностью объединяем все системы и делаем единую систему, потому что у каждого системы, у МЧС, у других есть определенные структурные подразделения, которые занимаются экологическим мониторингом, но у нас единой взаимосвязи, единой базы данных нету. И вот сейчас мы проект постановления подготовили о создании единой базы экологического мониторинга, чтобы вся эта информация стекалась в один государственный орган, и уже была достоверная, нормальная информация, которым граждане будут верить. Но что касается насчет отравления, там был не только случай отравления, сама компания, вот Full Gold Mining, у нас он имеет определенные проблемы, да, Нурлан? Да. Встретишь? В этом направлении... По данному вопросу работы ведутся, но ввиду того, что еще работа полностью не закончена, считаю, что, чтобы не вводить в заблуждение общественность, пока что воздержусь от комментариев причинно-следственной связи, скажем так. По окончанию... Да, комиссия, как завершит свою полностью работу, до общественности будет доведено причины и кто там виноват, не виноват в этом плане. А сейчас кого-либо голословно обвинять, думаю, неправильно. Поэтому воздержусь от этого вопроса. Сейчас комиссия просто работает, по итогам полностью скажем, есть постановление правительства, есть положение, в соответствии с которым каждый несчастный случай со смертельным исходом создается специальная комиссия, она расследуется. Служба экологического надзора
Санэбит, Минздрав, они выехали, и сейчас они как раз там проводят работу. Там не только этот случай, до этого случаи были тоже со смертельным исходом горнодобывающей отрасли. Я же говорю, вот за последние годы система государственного экологического контроля, она упала ниже уровня вообще, вот, ниже нуля. И вот сейчас мы эту систему полностью восстанавливаем. И последние показатели тоже вот говорят то, что ГИЭТБ в свое время, она не полностью осуществляла контроль за горнорудными компаниями. По Full Gold Mining не только по этим вопросам возникают. Вот, недавно были тоже на комитете по аграрном комитете, и там много вопросов было по этой компании, то, что компания не предоставляет должных условий для своих работников, и работники живут, я бы сказал, даже не в таких условиях, в которых хотелось бы жить. И сейчас вот у нас будет полностью проверка по этой компании, у нас много вопросов к ним. Вот мне там еще сообщалось, что вы проводили проверку, горнорудных компаний были нарушения, можете назвать какие-то самые были выявлены? Разменивался, чара, что означает? По ним сейчас ведется работа правоохранительных органов, поэтому сейчас комментировать не могу. Это вот в рамках работы ГКМБ, прокуратура генеральная проверяла, это полностью комплекс горнодобывающий проверялся, это Жалабат, Алабуха проверялся, Баткен проверялся, Нарын, это прежде всего золоторудные компании были, потом в следующую очередь это угольные компании будут. В рамках этого сейчас уже возбуждены уголовные дела и ведутся следственные мероприятия по Джалабаду, по Баткену. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? Может, у участников есть что-то добавить интересное? Значит. Сейчас. Вы микрофон представьте, что Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Я начальник управления водными и земельными ресурсами Министерства природных ресурсов. Наше управление начало работать, это вновь созданное управление, начало работать с начала года. Ну, как вы знаете, проблема водных ресурсов это тоже стоит на сегодня, тоже на, можно сказать, на ведущих местах, потому что в связи с изменением климата идет сокращение водных ресурсов, как вы знаете, можно сказать, даже цифру привести, за 70 лет существования, за последние водные ресурсы уже сократились где-то около 16%. В связи с этим с начала года мы прорабатываем работу в данном направлении. Нашим управлением был доработан ранее разработанная национальная водная стратегия. Сейчас она находится на рассмотрении Кабинета министров и президента, которая будет утверждена в ближайшее время. Там все вопросы, цели и задачи обозначены, как мы будем работать. В связи с этим вот в докладе тоже было отмечено, что введена плата за воду, это которая приведет к тому, что можно сказать, что вода это тоже на сегодня бесценный товар, которым мы в нашей республике, которую мы используем, ну, как бы нерационально. Поэтому введена вот эта плата. На сегодня мы разрабатываем систему разрешений за воду, потому что она была исключена в 2012 году. Мы сейчас вводим эту систему, чтобы все, кто использует воду, брали разрешение и использовали рационально, вводили систему вторичного использования и экономили воду. Не только за количество, но и за качество воды. Кроме этого, наше управление за короткое время сейчас вопросы
по созданию условий для малых гидроэлектростанций по выделению земель, которое было до этого очень затрудненное выделение земли, и компании не могли получить землю в течение 4-5 лет. Мы упростили получение земель для строительства малых ГЭСов. Для этого мы выпустили сейчас, подписан завод на днях, проект постановления по изменению, ну, по выделению земель. Номер 535, который был до этого постановления, мы ввели изменения. Кроме этого, на сегодняшний день наше управление занимается разработкой нового, то есть мы в составе рабочей группы новый водный кодекс и земельный кодекс, который будет разработан до декабря месяца и принят новый. Ну, ранее содержание этих законов было, ну, уже устарело, да, поэтому вводятся новые законы. Ну, в целом, по текущей работе еще, кроме этого, идут, но мы работаем, как бы сказать, нам еще много надо создать, чтобы условия по водным ресурсам и подземельным ресурсам были созданы в нашей республике. Кыргызча эми биз айткандай, мына биздин управление быйыл жаңы уюшулган жылдын башынан бери. Жылдын башынан бери бул өзүңөр билесиңер, суу ресурстары бүгүнкү күндө бул дагы абдан чоң, Кыргызстан үчүн чоң маселе. Себеби суу ресурстары азыр кыскарып атат. Бул климат өзгөргөн сайын, өзгөрүп билесиңер, глобальный потепление болуп атат. Ошол себептен суу ресурстары кыскарылып атат. Анан мына 70 жылдын ичинде азыр айтып коюшум керек, что уже 16%ке суу ресурстары кыскарылган. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр күн потепление болгон сайын мына биздин муздак да кыйылып атат, суулар да кыскарып, температура өзүңөр көрүп атасыңар, жылдан жылга күн ысып келатат. Ошол себептен биз ушундай ошого кандай десем каршы күрөшүү системасын курууга ошондой иш жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн биздин управление уюшулган. Анан быйыл ошо мына биз национальный водный стратегия азыр бүгүнкү күндө биз ошо эрекини түзүп, азыр өкмөттө жакын арада мына президент менен каралып бекилсе, биз ушул тараптан анын чоң иштерин баарын баштайбыз. Анан жанагы докладта айтылып кетти, мына биринчи эле кадам бул жанагы сууга жанагы төлөмдөрдү киргизилди. Мына президент ноябрь айында кол коюп, биз ошол тараптан азыр дагы иштер апарып атабыз. Жанагы ошого рұқсат системасын киргизели деп. Ошол боюнча да азыр токтомдор кирет. Андан тышкары суу кодекси жана жер кодекси боюнча бүгүн иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндүн талабына жараша ошо жаңы суу жана жер кодекси кабылданат да. Рахмат. Рахмат. Здравствуйте. Меня зовут Бузурманов Бекбатыр Марсович. Я занимаю должность начальника управления биоресурсов. Наша деятельность, прежде всего, в сфере борьбы с браконьерством, сохранения, охраны, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов. Прежде всего, хотел бы сказать, что проводятся работы нашим управлением, министерством, региональными управлениями именно по профилактическим мероприятиям среди населения в целях сохранения объектов из животного и растительного мира, так как, к сожалению, многие граждане не совсем добросовестно относятся к объектам животного и растительного мира, не понимая рисков
уничтожения многих видов. И для этого разрабатывается сейчас проект закона по изменению премий для лиц, выявивших фактов до 50% с 30%. И помимо должностных лиц, чтобы обычные граждане и представители общественных организаций имели право задерживать, передавать соответствующим органам и получать соответствующую премию. Это прежде всего проводится в целях стимулирования и повышения интереса граждан к сохранению природы. Также вопрос у нас имеется по мораторию на охоту определенных видов животных, касаемо копытных. Сейчас проводятся работы совместно с депутатами Джорху Кенеша, совместно с Национальной академией наук по внедрению временного запрета на 3 года на копытных видов животных с 23 года по 26 год. В данный момент проводится сбор информации, и с 10 ноября текущего года будет проведена совместная учетная работа по учету численности диких животных. И непосредственно министерство поддерживает эту инициативу, которую выдвинули депутаты Джорху Кенеша касаемо внедрения моратория. Но для обоснованности как раз вот проводятся такие работы. Хотел бы еще сообщить то, что совместно с Национальной академией наук проводятся работы по мониторингу запасов диких лекарственных и пищевых растений, так как последний раз это проводилось в 80-х годах. Это, прежде всего, была издана книга доктора Алтмышева. И в этом году проводятся работы по Орской и Баткенской области, и в ходе которой было установлено то, что имеются у нас достаточно хорошие запасы, возможно, люди слышали, вида растения фирула вонючий. Фирула вонючий имеет очень хорошую перспективу и в экономическом плане для местного населения, также и для государства. Недавно, вот 15 июля, постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики 388 номер было запрещено выдача разрешений на сбор дикорастущей фирулы. И была дана задача разработать механизм посева на республиканском уровне фирулы вонючей. К примеру, в Узбекистане стоит задача до 2026 года посадить 90 тысяч гектар. Перспективы в этом плане. Сейчас проводятся процедуры по окультуриванию данного растения. К примеру, данное растение, стоимость рыночной за килограмм от $50 и выше. Так что такие работы проводятся. Также хотел бы сообщить вам по поводу национальной компании Джашилмурас. До этого было сказано то, что это непосредственная инициатива нашего президента Кыргызской Республики Садыр Нургужевича Джапарова. Сейчас проводится осенняя инвентаризация всех посадок касаемо проверки приживаемости и фактической посадки. Уже проводятся и осенние посадки. Как до этого было сказано, план стоит до 7 миллионов посадки.